Новая неделя и новая картина дня в программе «Новости Татарстана». Мы работаем в прямом эфире в студии Миляша Кашапова. Здравствуйте. Большая вода пришла в Татарстан из-за активного таяния снега и обильных осадков. Из берегов вышли реки в нескольких районах, подтопило придомовые участки, часть автомобильных дорог, сады и огороды. В этом списке Кайбицкий, Зеленодольский, Балтасинский, Арский районы. Неудобства есть, но пока отрезанных большой водой от большой земли нет. Алия Хайрудинова отправилась в Балтасинский район, где разлилась шашма. В выходные шошма разлилась так, что заставила понервничать жителей сразу нескольких сел района. Как видно по этим кадрам с высоты, вода вплотную подобралась к автомобильным дорогам и затопила приусадебные участки. К буйному характеру любимой реки Табриз Галимзянов привык давно. Дом здесь он построил еще в 1974-м. Огород заливает каждый год, а вот до фундамента вода доходит раз в пятилетку. Встречаю как обычно. Каждый год вот такое положение. Ничего. Против воды ничего не сделаешь. У Мудариса Галиева минувшей ночью погибли пчелы. Из 14 ульев остались 10. Все 30 лет, что стоит их дом, весной размывает фундамент, заливает погреб, сыреют стены. Самая большая вода на пчелы вредит. Животным ненормально, нехорошо. К весеннему паводку они каждый год морально готовятся. А вот подготовить реку, говорят, в районе не спешат. Русло заросло американским кленом. Как в своем огороде, дома же ухаживаешь, порядок приводишь, а здесь вот за последние годы никто не ухаживает. Берега не чистят. В исполкоме сетуют на раннюю весну и обильные дожди. Сейчас глубина воды в Шошме достигла рекордных значений, рассказывают в районе. Такого здесь не было последние 5-6 лет. Было укрепление берега реки Шошма. Также в настоящее время, в прошлом году мы начали, в этом году завершим проект расчистки и выпрямление русла реки Шошмы. Шошма захватила еще 3 населенных пункта района. В зоне подтопления оказались более 50 домов, а это как минимум 130 жителей. Из них 16 дети. В МЧС сказали, готовы к любым чрезвычайным ситуациям, но уверены, до этого не дойдет. Для эвакуации людей пункт временного размещения. Все готовы для приема. Если кто-то почувствует себя плохо, в деревнях есть объездные дороги, можно в деревню прямо попасть. В любом случае можно заехать в деревню. Ситуация с паводком остается сложной в Кайбицком, Арском, Зеленодольском районах. Полный репортаж смотрите в вечерних выпусках новостей. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Балтасинский район. Температура все выше, а лед тоньше. Провалившихся рыбаков выловили татарстанские спасатели в выходные. На Казанке в столице из воды достали 66-летнего мужчину. Помощь МЧС понадобилась и пенсионеру на Волге, около деревни Буртасы в Камско-Устинском районе. Он тоже провалился под лед. Еще 2 рыбака были отрезаны от берега. Всех доставили на сушу на судне на воздушной подушке. Спасать пришлось и собаку. Четвероногий провалился под лед в Зеленодольском районе. МЧС в очередной раз напоминает, в связи с теплой погодой подледный лов стал смертельно опасным. Необычайно теплый в этом году выдался март. 3 дня подряд в Татарстане обновляются температурные рекорды. Последний побит в воскресенье, когда в Казани воздух прогрелся до плюс 14 градусов. Это максимум для 26 марта за всю историю метеонаблюдения. Предыдущий рекорд держался с 2020 года, когда столбик термометра поднялся до плюс 11. Аномально теплая погода сохранится в Татарстане всю неделю, отмечают в гидромедцентре. Правда, местами будет ветрено и пройдут дожди. Ночью похолодает до минусовых значений. По данным Росгидромета, теплая погода установилась на всей территории Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского округов. Здесь температура выше нормы на 8-12 градусов. В Лениногорском районе загорелась сухая трава. Как отметили в МЧС, это первый пожар такого рода в этом году. Огонь вспыхнул около села Старый Кувак на 160 квадратных метрах. На место вызывали пожарных. С огнем они справились за несколько минут. С этого года в России вступили новые правила безопасности в период особого противопожарного режима. Он в Татарстане начнется через месяц. К примеру, ширину так называемой защитной полосы вокруг зданий, граничащих с лесом, увеличили до 1,5 метра. Вокруг населенного пункта она должна быть не меньше 10 метров. Требования к открытому огню на участках стали мягче. Теперь мангал для приготовления шашлыков можно ставить в 5 метрах от дома. Сжигать траву и другую растительность разрешено на расстоянии не менее 15 метров от зданий вместо 50.
На 2 недели раньше срока в этом году в республике стартовал ямочный ремонт. В Казани его успели провести уже на 60 участках дорог. Работы выполнены на мосту «Миллениум», 3-й транспортной дамбе, Горьковском шоссе, Булаке, Чистопольской и других магистралях. Как отметили в мэрии, приоритет отдается участкам с интенсивным трафиком около социальных объектов и на маршрутах общественного транспорта. Напомню, в минувшую субботу Рустам Минниханов подверг критике состояния дорог и тротуаров в республике на совещании в Доме правительства. Он отметил, в марте резко выросло количество обращений жителей на неудовлетворительное состояние покрытия. Об этом каждая 5-я жалоба татарстанцев в соцсетях. В топе проблемных участков дороги в Казани, Альметьевске, Набережный Челнах, Нижнекамске и Пестрецах. Что касается ямочного ремонта, мы начали его действительно чуть раньше обычного, чем планировали. Видим, как рабочие быстро ставят дорожные пломбы. Но на глазах сокращается и количество жалоб от водителей. Но работы еще очень много. Мы сейчас пока работаем литым асфальтом, да? Как температура будет плюс 10, мы уже перейдем на твердые. Разносчиком сальмонеллы в кафе «Рок-н-роллы» в Набережных Челнах оказались сотрудники заведения. Мэр Наиль Магдеев сегодня назвал это вопиющим фактом и потребовал впредь не допускать таких случаев. Однако главный санитарный врач города Ильгизар Бареев в своем докладе об этой истории предпочел умолчать. Напомним, отравление произошло в минувшие выходные. 9 человек почувствовали недомогание. 6 пациентов госпитализировали с диагнозом сальмонеллез. По итогам проверки Роспотребнадзора сальмонеллы были выявлены у 3 сотрудников кафе. Сегодня мэр Наиль Магдеев потребовал навести порядок в общепите Автограда. Это из ряда вон выходящий случай. Вы так легко сказали, все, неделя прошла спокойно. Какое может быть спокойствие? Когда несколько наших граждан попали в инфекционную больницу. Зачем об этом умалчивать? В Лениногорском суде завершается рассмотрение громкого уголовного дела. На скамье подсудимых врачи Центральной районной больницы. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и халатности. По версии следствия, из-за их действий в 2017 году пострадавшему Юрию Тимошенко ампутировали ноги. Сегодня он сам присутствовал на процессе. По материалам дела анестезиолог Сергей Гриднев находился в состоянии алкогольного опьянения и ввел Юрию Тимошенко наркоз без учета противопоказаний. Это могло привести к некрозу спинного мозга. Другие 2 врача, травматолог, ортопед Рустам Темралиев и на тот момент заведующий травмоотделением Фаргат Талипов, заметив у пациента неврологические нарушения, не обратились за консультацией к узким специалистам, считает следствие. Сегодня в суде должны были зачитать приговор, однако в феврале скончался один из обвиняемых, Сергей Гриднев. По закону на заседании должен присутствовать его законный представитель. Гражданская жена Гриднева сегодня в суд не явилась. Дверь сотрудникам полиции она тоже не открыла. Заседание перенесли на 20 апреля. Если вина врачей будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы. Сегодня мы вышли на прения сторон, то есть каждая из сторон, в том числе обвинения и защиты, должны высказаться по поводу обвинения в части наличия либо отсутствия вины подсудимых Гриднева, Темралиева, Талипова. Но ввиду неявки представителя подсудимого Гриднева судебное заседание не состоялось и было отложено на другую дату. Чтобы быстро закончилось, потому что по-другому никак. Даты 2 религиозных праздников одним указом определил раис республики Рустам Минниханов. В этом году Ураза-Байрам мусульмане отметят 21 апреля, Курбан-Байрам 28 июня. Праздники обозначают с учетом лунного календаря и согласно традициям. На этих праздниках татарстанцы отдыхают, они объявлены нерабочими. В апреле Ураза-Байрам выпадает на пятницу, поэтому жители ожидают длительные выходные. Акбарс начнет финал Восточной конференции с омским «Авангардом» в эту субботу, 1 апреля. Но командам будет не до шуток. Коллективы встретятся в плей-офф КХЛ в 7-й раз. Причем последние 3 серии оказывались за ястребами. Однако общая статистика на стороне казанцев. Команды играли друг с другом 72 раза. В 39 матчах сильнее оказывались барсы. «Авангард» был последним соперником Акбарса в регулярке. Накануне подопечные Зинатулы Беллидинова добыли 4-ю победу над «Адмиралом». А мячи же обыграли «Металлург». Для казанцев этот выход в финал Востока стал 8-м в истории.
Спорт воспитывает патриотизм, так считают организаторы первого спортивно-патриотического фестиваля «За будущее». Он прошел в Казани и собрал 250 участников от 8 до 18 лет. Ребята состязались в 3 видах боевых искусств. Это карате, кикусинкай, джиу-джитсу и комплексное единоборство. Если в зале пристально следили за происходящим на татами, то в фойе ребят невозможно было оторваться от выставки со снаряжениями русского солдата. Эти ребята машут кулаками только на татами. Спорт учит ответственно относиться к своим действиям и уважать противника, говорят они. Арине Шогиной 14 лет. Карате кикусинкай занимается с 5. Отец забирал ее с детского сада и отводил в секцию. Новые лица, новые эмоции. Просто это классно. Увидела одного мальчика, который болел за противника моего брата. И вот как-то мы с ним вот так вот посмеялись вместе. По ее стопам пошел младший брат Арины, Матвей. Карате кикусинкай занимается не только в секции. Тренируются они и дома. Говорит, есть с кем отрабатывать приемы. В будущем хочет стать чемпионом мира по карате кикусинкай и быть тренером, как его наставники. Они нас всегда учат, они всему нас поддерживают всегда. Поддержка самое главное. Там. Без поддержки, ничего можно не добиться. Главное характер, чтобы был закаленный, и все. Не расстраиваться, если проиграл, у тебя все впереди. 250 ребят со всей республики приехали в Казань на спортивно-патриотический фестиваль «За будущее». Это первый турнир, который объединил сразу 3 соревнования по карате кикусинкай, джиу-джитсу и комплексное единоборство. Конечная цель – объединить ребят из разных спортивных сообществ. По правилам проведения соревнований они близки. То есть одни и те же спортсмены при небольшой корректировке подготовки могут участвовать и там, и там. То есть дружим, организаторы общаются, спортсмены общаются. Как говорят организаторы фестиваля, ребята, которые занимаются боевыми искусствами, в будущем с удовольствием идут в армию и становятся настоящими защитниками Отечества. Поэтому с раннего возраста прививают чувство патриотизма. За магазин он и держится. Да? Колошку. Для участников фестиваля организовали интерактивную выставку «История формы и снаряжения русского солдата от Первой мировой до СВО». Между спаррингами ребята разбирали автоматы ППШ и Калашникова, винтовки Мосина и Токарева. Все оружие сохранено в первозданном виде и до сих пор работает, говорят организаторы выставки. Выставка сделана для того, чтобы показать это молодому поколению, по сути, нашу историю. То есть вот рассказать через оружие, через форму нашу, как вот на мне бойца Великой Отечественной и как вот товарища из разведчика со 2-й Чеченской, рассказать это нашу историю о том, чтобы молодое поколение его не забывало, изучало. Победители фестиваля в сентябре отправятся в Анапу на Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В дальнейшем в Татарстане такие фестивали планируют проводить 3 в год. Следующий объединит карате кикусинкай, грэмплинг, джиу-джитсу и кулачный бой панкратион. Иван Сарафанов, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Казань. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 19:30. О погоде на завтра сейчас расскажет моя коллега Гульназ Гизатуллина. Передаю ей слово. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Климатическая весна в наши края пришла раньше срока. Уровень снега благодаря осадкам стремительно сократился, а температура значительно превысила норму. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидаются осадки. Температура немного понизится, ночью ожидается около 3 тепла, днем до +8. Небольшой дождь пройдет ночью в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Местами туман, ожидается около 5 тепла, днем без осадков и до +10. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также прогнозируются осадки в ночные часы, а днем дожди прекратятся, температура ночью около 4 тепла, днем до +9. В Варске, Кукмаре, Балтасе осадки возможны лишь ночью, как и туман. В ночные часы около 3 тепла, в дневные часы воздух прогреется до +7. В Болгаре, Дрожжином, Буинске в ночные часы ожидается около 2 градусов тепла и небольшой дождь. Днем малооблачно и без осадков, и до 10 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше дожди возможны в ночные и утренние часы. Ожидается ночью до 5 тепла, днем без осадков и до 9 градусов выше 0. В последующие сутки набегут облака, но вероятность осадков будет небольшой. Ночью станет прохладнее, дневные же температуры существенно не изменятся. В
В Казани облачно и без осадков. Местами не исключен туман. Днем до 9 градусов выше 0. Ветер западный с переходом на северо-западный. Умеренный. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 80%. Магнитное поле Земли спокойное. У мусульман продолжается священный месяц Рамадан, а у православных Великий пост. Пусть это время подарит всем тепло души, веру в лучшее и добрые отношения с близкими. До свидания и берегите себя.